В 2020 году выявлено более 175 нарушений законодательства, внесено 91 представление, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечены 7 человек, к административной – 15. В следственный орган направлено 14 материалов прокурорских проверок для рассмотрения вопроса об возбуждении уголовных дел. Такие данные привел в своем докладе о проделанной работе за прошлый год первый заместитель генпрокурора Дамир Квициния. По его словам, значительное внимание уделено соблюдению бюджетного законодательства, как в рамках плановых проверок, так и по материалам контрольной палаты и контрольно-ревизионного управления Министерства финансов. Так, в отчетный период по результатам проверок, поступивших из контрольной палаты, на предмет эффективности и целевого использования бюджетных и полученных внебюджетных средств Министерством сельского хозяйства Республики Абхазия за период второго полугодия 2017 года и первого полугодия 2019 года в Следственном управлении Генеральной прокуратуры для принятия процессуального решения направлено 4 материала. Также по материалу, поступившему из контрольной палаты республики, на предмет эффективности и целевого использования бюджетных средств и полученных небюджетных средств Управлением капитального строительства Республики Абхазия, в том числе проверка выполнения функций государственного заказчика по объектам, включенным в инвестиционную программу содействия социально-экономического развития на 15, 17 и 19 годы, расходование бюджетных средств подрядными и другими организациями в рамках реализации инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию на 15, 17 и 17-19 годы, ввиду необоснованного отражения в отчетных документах отдельных видов работ при осуществлении капитального ремонта водопроводных сетей в селе Мгудзархо Гудовского района на сумму 2 миллиона 385 тысяч рублей, капитального ремонта водопроводных сетей в селе Куланрухо Гудовского района на сумму 204 644 рубля, капитального ремонта водопроводных сетей в селе Абгархуб Гудовского района на сумму 90 967 рублей. В Следственное управление Генпрокуратуры для принятия процессуального решения был направлен материал в отношении руководства УКС и МУП Гудовский водоканал, действия которых усматриваются признаки состава преступления, предусмотрены статьей 295 Уголовного кодекса. В отношении генеральных директоров ООО «Акваспецстрой», «Абашстрой», «Профмастер», в действиях которых усматриваются признаки преступления, предусмотренные статьей 156 Уголовного кодекса. Работа Генпрокуратуры также была сосредоточена на вопросах соблюдения банковского, налогового законодательств, а также законодательства о здравоохранении, энергетике и иных нормативно-правовых актов, отметил Квициния. В 2020 году правоохранительными органами республики зарегистрировано 762 преступления, что на 29 единиц больше аналогичного периода 2019 года. Увеличение зарегистрированных преступлений наблюдается в Гулрыбском и Галском районах. Отрадно отметить уменьшение количества тяжких и особо тяжких преступлений – 288 случаев. Раскрываемость составляет 45%. Количество краж – 164, раскрыто 57. 29% преступлений связано с незаконным оборотом наркотических веществ, раскрыто 186 случаев. С незаконным оборотом огнестрельного оружия – 118 преступлений, раскрыто 92. Зарегистрировано 198 ДТП, в результате которых погибли 57 человек. Возбуждено 51 уголовное дело. 18 разбойных нападений, раскрыто 5. Людей в прошлом году похищали 2 раза, раскрыто 1 преступление. Таким образом, при сокращении количества тяжких и особо тяжких преступлений остается неудовлетворительной раскрываемость корыстно-насильственных преступлений. Основными причинами, препятствующими раскрытию преступлений данной категории, как и прежде, являются недостатки организации работы подразделений, занимающихся проведением оперативно-розыскных мероприятий, в том числе охраны места совершения преступления до прибытия следователя и криминалиста, в результате чего теряются следы и улики, оставленные преступниками. Эффективность раскрытия преступлений зависит также от оперативного и качественного проведения судебных экспертных исследований. В настоящее время это деятельность разрозненных экспертных органов. Уровень экспертиз, к сожалению, не повышается, как и не расширяется их разновидность, что приводит к неудачам расследования. Отрицательно на результаты деятельности оперативных служб и следственных подразделений влияет также и отсутствие у экспертно-криминалистического центра МВД современного оборудования, позволяющего вести специализированный учет огнестрельного оружия, пули, гильзотеки.
По-прежнему остается сложная ситуация с незаконным оборотом наркотиков и немедицинским потреблением наркотических средств, подчеркнул Дамир Квицыня. В отчетном периоде зарегистрировано 221 преступление данной категории, что на 14 единиц больше, чем в 2019 году. Также увеличилось число выявленных фактов культивирования наркосодержащих растений – 39 преступлений. К уголовной ответственности привлекаются преимущественно потребители наркотиков, нуждающиеся в лечении. Из общего числа зарегистрированных преступлений данной категории по незаконному обороту наркотических средств с целью сбыта возбуждено 12 преступлений. Выявлено несколько фактов крупных партий наркотических средств у лиц, занимающихся их сбытом, однако остаются безнаказанными организаторы данных преступлений. Первый заместитель генпрокурора Дамир Квицыня также сообщил, что расследование дела по тройному убийству на набережной Махаджира в Сухуми находится на завершающей стадии. Следственным управлением Генеральной прокуратуры продолжается расследование по ряду резонансных дел по факту умышленного убийства в центре города на набережной Махаджиров, Шамба, Авицба и Акиртава, совершенное вооруженной бандой в составе Чкаду, Ганба, братьев Ахалая, Блабба и неустановленных следствием лиц. Благодаря слаженной работе с оперативными службами были задержаны двое из исполнителей данного преступления Чкаду и Ганба, находившиеся длительное время в розыске. Длительность расследования связана с особой сложностью, производством большого объема следственных и процессуальных действий, сложных судебных экспертиз, в том числе на территории Российской Федерации. Дело находится на завершающей стадии расследования. После получения заключения назначенных по делу экспертиз будет направлено в Верховный суд Республики Абхазия для рассмотрения по существу. На расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры также с докладами выступили и районные прокуроры. Министр внутренних дел Дмитрий Дбар отметил важность взаимодействия правоохранительных органов страны. Наша с вами задача – принимать объективные решения согласно закону. В дальнейшем необходимо укрепить взаимодействие между нашими ведомствами. От совместной слаженной работы зависит законность и правопорядок в обществе, безопасность наших граждан, благосостояние нашего государства. Также хочу обратить внимание как сотрудников прокуратуры, так и возглавляемые мной ведомства, что в текущем году нами всем необходимо сосредоточить усилия на повышении уровня доверия граждан к правоохранительным органам, их уверенность в своей защищенности от криминальных посягательств. Необходимо направить все усилия наших ведомств на раскрытие тяжких и особо тяжких и резонансных преступлений, ужесточить спрос руководителей подразделений, осуществляющих оперативно-розыскных мероприятий за их результатом. Я уверен, что нами будут приняты все необходимые меры для выполнения поставленных президентом задач. Приоритетным направлением работы Генеральной прокуратуры является борьба с коррупцией, отметил глава ведомства Адгур Агарба. Свидетельством тому является уголовное дело, которое было возбуждено вчера. Если вы обратили на это внимание, уже было озвучено здесь заместителем генерального прокурора в отношении главного врача и его заместителя. Проверка по данному уголовному делу проходила на протяжении нескольких месяцев. Было внесено представление, но несмотря на это, ни одного рубля, ни одной копейки государству возвращено не было. Поэтому было отменено постановление об отказе и возбуждено уголовное дело. У прокуратуры в соответствии с законом очень широкий круг полномочий, которые мы должны использовать правильно и рационально, на мой взгляд. Помимо производства предварительного расследования, уголовно-судебного управления, которое поддерживает государственное обвинение, есть еще и надзорные функции, которые нужно применить в полном объеме. Это в первую очередь защита прав и свобод наших граждан. Сегодня, на мой взгляд, назрела уже ситуация, когда, и она вполне обоснованная, со стороны наших граждан. Я думаю, что пришло время своевременно, правильно, рационально выстраивать свою работу для достижения положительного результата. На сегодняшний день мы не можем гордиться еще такими результатами. На то есть очень много причин и обстоятельств. И по многим уголовным делам, там, где бы нам хотелось видеть другие результаты, и в части избрания меры пресечения в виде ареста, мы не добились определенных результатов, но это нас не останавливает, мы должны продолжать. Я считаю, что мы будем продолжать, и в первую очередь вся наша работа должна выстраиваться на борьбе с коррупцией. На расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры выступил президент Аслан Бжанья. Алика Трапша, Алексей Агухава, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.